Так, паспорт, ручку и голосуем. Никто не подсматривает, кого не снимает. За Это кого-то ваш выбор. одного. Принцип тайного голосования сохраняется и здесь, на импровизированных избирательных участках в Чумах посреди тундры. Оленеводы фактически прописаны в Воркуте и 18 марта должны принять участие в выборах по месту жительства, то есть в городе. Специфика рода деятельности этого сделать не позволяет, и потому они, ровно как и вахтовики, свое конституционное право реализуют заранее. Есть категория людей, живущих и работающих далеко от избирательных участков, где нет мобильной связи, нет интернета, нет даже дорог. И для них было принято решение провести досрочное голосование. Интересно, что информация о кандидатах не стала для местных сюрпризом. Здесь о президентской кампании знают, причем немало. И к досрочному голосованию большинство для себя уже сделало выбор. Я такой современный человек, интернет у меня в телефоне тоже есть, я бываю в городе, и, в общем, ну, как мы тоже такие же цивилизованные люди, просто у нас образ жизни такой в тундре работать. Так мы тоже знаем, мы слушаем новости и интересуемся жизнью нашей России. Одна из групп оленеводов покинула стоянку раньше положенного, поэтому делегация облетела 5 из 6 запланированных стойбищ. В списках избирателей значились 25 человек. Проголосовали 11. Итоговая явка 44%. Выбираем будущее, получается, выбираем президента. Какого президента выберем, такая и страна будет. Хотим лучшую страну, чтобы она существовала. Значит, надо выбирать того самого, который самый из них лучший. На этом досрочное голосование для оленеводов Заполярья завершено. На очереди работники компрессорной станции Байдарадская, что в нескольких сотнях километров от Воркуты. Всего же за эту рабочую неделю избирком планирует охватить больше 10 тысяч избирателей. Это практически все муниципалитеты, за исключением Сыктывкара и Усть-Вымского района. Добираться будут самыми разными способами, от вертолета до снегохода. А в Сысольском районе 10 деревень представители избирательной комиссии обойдут пешком. Александра Головина, Иван Волошин, телеканал Юрган, Воркута.